Новый день, новые эмоции, новые цели, доброе утро. А сегодня оно действительно доброе, потому что этот день, 21 ноября, очень богат на праздничные события и мероприятия. Ну ладно, тогда уж и я поприветствую. Тоже сегодня день замечательный. Сегодня Всемирный день приветствия. Так что всех мы приветствуем. Катя, я радуемся за то, что мы вместе с вами сегодня, в этот четверг. А число сегодня 21 ноября. Также отмечается сегодня наш профессиональный праздник. Это Всемирный день телевидения. Как сказал один из наших операторов, сегодня надо быть бодрыми, веселыми. В принципе, мы и стараемся быть такими всегда. И не только в наш праздник. Также сегодня отмечается День философии, а каждый третий четверг ноября – день отказа от курения. Профессиональные праздники сегодня отмечают бухгалтеры, а также работники налоговых органов России, с чем мы их и поздравляем. А если вы также хотите присоединиться к поздравлениям, то пишите на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Напомню, что мы выходим на канале НВК Саха, Якутия 24 и вставка в цифрового вещания на общественном телевидении России. Так что оставайтесь вместе с нами и со всеми тремя каналами. Что касается народного календаря... Кстати, хочу немножко тебя перебить. На канале Якутия 24 мы выходим через час. То есть будут нас показывать с 8 часов утра. Значит, и что касается народного календаря, то на Руси наступил сегодня Михайлов день. И в этот день часто случались оттепели. Но вот, если честно, я заглянул в прогноз погоды, и что-то наоборот у нас не оттепель далеко. Ну, посмотрим, или иней, или снег сегодня. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается минус 22, минус 25 градусов. В Заречье минус 23, минус 33 утром, днем минус 22, минус 30. В южных Улусах утром минус 26, днем минус 24, минус 25 градусов. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских Улусах минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35 градусов. В западных Улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30 градусов. В Колыме-Дигирских Улусах минус 11, минус 22 градуса, днем минус 7, минус 20. В Янских минус 18, минус 26, днем минус 18, минус 23 градуса. В северо-западных Улусах минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 28, минус 30 градусов. Спасибо большое, Катя, за прогноз. Я вот в руках держу вот такой замечательный магнитик. И они бывают еще и разные. Это все связано с тем, что 31 декабря на нашем телеканале будет традиционный праздничный эфир, посвященный Новому году, встрече Нового года. И как следствие этого, в рамках него будет проведен определенный розыгрыш новогодний. В рамках него можно выиграть Hyundai Solaris, мотоциклы Rebel Moto, трактор Sentai, 11 айфоны, охотничье ружье МР-155, бытовая техника, ювелирные украшения для дам, а также денежные призы 50 и 100 тысяч рублей. Достаточно приобрести такой магнитик в нашем отделе. В нашей компании на первом этаже по адресу Орджоникидзе, 48. А у нас для вас очередная подборка интересных новостей. Щенята вместо цветов на свадьбе. Представляешь? Щенята вместо цветов? Где же наши защитники? Вот как раз-таки невеста Энди Ондина, ее зовут, она живет во Флориде. Решила она воспользоваться своей свадьбой, чтобы сделать доброе дело и найти новые семьи для спасенных от смерти 5-недельных щенков. Раньше девушка работала в приюте для животных. На свадьбе Энди раздала
нарядных щенков своим подружкам вместо букетов. Вот как раз мы сейчас видим на картинке. Девушки участвовали в фотосессии вместе с малышами, а затем передали их местному приюту, где щенки пробудут вместе со своей мамой еще пару недель. Кстати, эта идея была просто отличной. После свадьбы уже несколько гостей подали заявки в приют, чтобы забрать щенков к себе. Кроме того, о необычной свадьбе написали во всех местных СМИ. Так, по словам работников приюта, все щенки, благодаря Энди, уже нашли своих хозяев. Если честно, я обратил внимание на другое, на подружек невесты. Какие-то они все такие серьезные, такие все... Взрослые, наверное, просто. Ну, так это называется. Хорошо, ладно. А вот еще одна новость. Символическое послание из деревьев в Ивановской области запечатлел фотограф и путешественник Андрей Белавин. Своеобразная надпись была сделана еще в 1974 году. Белавин с помощью дрона сделал удивительный снимок в Ивановской области. С воздуха он сфотографировал необычную лесопосадку возле водохранилища, которая является символическим посланием. Ну, в принципе, на экране все видно. Деревья образуют надпись СССР-50. Как оказалось, их так высадили в честь 50-летия Советского Союза, которое отмечалось в 1972 году, а послания стали через 2 года, в 1974 году. Примечательно, что в России есть несколько подобных геоглифов. Их можно разглядеть даже из космоса. Но у нас в Якутии есть уникальные, созданные природой такие озеро у нас там такое с улыбочкой. Вот. Да, вот как раз-таки коптерной техники тот же Андрей Белавин обнаружил водоем, который напоминает смайлик. Удивительное и очень забавное озеро он сфотографировал и опубликовал у себя в Инстаграме, а позже фото попало и в СМИ. Смеющееся озеро с названием «Черное» находится оно во Владимирской области. Также интересно, что в России есть еще одно очень похожее озеро Смайлики. Находится оно где? У нас в республике, да, возле села Барагонцы. Я вот, кстати, его пытаюсь всегда с самолета увидеть, и не получается. Хотя в Google Maps его видно. Мне кажется, что вот благодаря как раз-таки современной технике мы можем видеть такие творения свысока. Вот что бы мы делали без современной техники? Да, я вот недавно на Google Maps нашел свою машину, как она на парковке стоит. Ну вот видишь. Бывает. У нас на очереди наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с крохотными трогательными малышами. Волею судьбы они остались без родителей. Им очень нужна ласка и забота. Тебе еще бы слезу сейчас как. Знакомьтесь, Анечка. Малышка родилась 10 октября. Девочка спокойная, ласковая, хорошо ест и спит, набирается сил. Анечка пока совсем еще маленькая, но, как все дети ее возраста, малышка реагирует на звуки и прикосновения. Анечке нужны заботливые и внимательные родители. Знакомьтесь, Сахамин. Мальчик родился в марте этого года. Спокойный, жизнерадостный и крепкий малыш. Хорошо ест и спит. Живо реагирует на звуки и голос. Ему нравятся музыкальные игрушки. Сахамин – активный ребенок. Интересуется всем окружающим. Малыш очень ждет маму и папу. Знакомьтесь, Толя. Малышу всего 3 месяца. Он активный и подвижный. Держит голову, реагирует на звуки, гулит. Любит лежать на животике, ест и спит хорошо. Толя очень нуждается в заботе и внимании. Знакомьтесь, Тимур. Малыш родился в июне 2018 года. Из-за ограниченных возможностей здоровья мальчик находится на постоянном специализированном лечении. Любит спокойствие и тишину, умеет переворачиваться на бок. Очень чуткая, хорошо реагирует на общение и тактильный контакт. Тимур нуждается в постоянной заботе и ласке.
отставание выходит, что на 2 почти без срока отстает, но, можно сказать, наверстывает потихонечку, да? Ну да. Ну да, зубов у нас много. Криво-косо. Знакомьтесь, Саша. Мальчик родился в ноябре 2018 года. Общительный и любознательный, малыш проявляет интерес ко всему, что его окружает. Очень любит внимание взрослых, хорошо идет на контакт. Немного гулит. У Саши есть небольшие проблемы со здоровьем, но благодаря хорошему уходу он догоняет своих сверстников в развитии. Умеет переворачиваться и садиться, сидит с опорой, любит играть с игрушками. Сон и аппетит хорошие. У Саши уже есть 8 зубов, зрительные и слуховые реакции развиты. Малыш очень подвижный. Саша замечательный мальчик, которому нужен лишь стимул для развития. Это родительская любовь и забота. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир, и прямо сейчас рада ознакомить вас со свежими вакансиями от Центра занятости населения. Итак, требуются специалисты отдела закупок и корпоративного управления. Высшее профессиональное образование, опыт работы по закупкам от 3 лет, без вредных привычек, заработная плата 35 тысяч рублей. Требуется кладовщик, среднее профессиональное образование, опыт работы в складской деятельности не менее 2 лет, заработная плата от 27 тысяч рублей. Также требуется уборщик территорий. Работа временная с 1 ноября по 30 апреля, ответственность, без вредных привычек, трудоустройство после собеседования. Заработная плата 25 тысяч рублей. Ну а дарить подарки друг другу всегда приятно. Это традиция, которой мы следуем из года в год, ориентируясь не только на предпочтения наших родных и близких, но и на особенности тотемов. Между прочим, 2020 год, который наступит, это год белой и еще даже металлической крысы. Вроде так не очень, да, крыса, да? Вот начнем всех крыс дарить, свинья. Да? Крыса, свинья. Но если вы хотите ее задобрить, чтобы было у вас все хорошо, то на удачу на ближайшие будущие месяцы мы дадим вам конкретный совет, что лучше всего выбрать, и чтобы этот год наступающий был у вас просто на ура. Приближается самый волшебный праздник в году – Новый год. Пора подумать, какие подарки купить для родных и друзей. Главным символом 2020 года является белая металлическая крыса. Исходя из этого, спросом будут пользоваться подарки белого и серебристого цветов. Как минимум, праздничная упаковка для подарка должна быть данных расцветок. При выборе подарка нужно учитывать характер главного зверька. Крыса мудра и любознательна. Значит, подойдут вещицы, которые чему-то могут обучать. Например, настольные игры в виде шахмат, книги, не просто романы, а которые учат, например, программированию или рисованию. Крыса не терпит расточительности. Для нее важно, чтобы подаренная вещица несла пользу и была практически применима. Отсюда следует, что не нужно дарить безделушек, которые станут просто захламлять квартиру. А что обычно люди дарят своим близким? Смотря кому. Маме, папе подарочки, естественно, не такие, как всем друзьям, подругам. На каждого человека свой подарок, соответственно. Игрушки для детей. А для жены одеколон, духи, там такие ценные подарки. Шоколад. Я всегда жене на Новый год золото дарю. А что нельзя дарить на год крысы? Астрологи не рекомендуют в год крысы дарить парфюмы, кошельки, бытовую технику и зеркала. Считается, что такие подарки могут принести несчастье человеку в новом году. Вот после этого сюжета хочу сразу Кате задать вопрос. Чего ты хочешь на Новый год?
Я хочу магнитик Рыскал, чтобы мне подаришь. Вот легко. Вот его точно подарю, но на больше не рассчитываю. Иван Петрович, сколько тратишь денег на продукты? И чувствуешь ли разницу в цене на продовольственные товары? Конечно, и очень четко она чувствуется, но в среднем, смотря какой поход в магазин. Я обычно люблю все на оптовках закупать. Мгм. Чисто такой менталитет: заранее закупил, все положил, чтобы у тебя всегда все было по другой, а не так, сломя голову, бежать в магазин, там, в первый попавшийся, только за мелочью. Там, если хлеб, только такое. Но, конечно, цены, да, Да, подросли. надо цены объективно растут. сказать. Мы отобрали наиболее покупаемые продукты и провели мониторинг цен от начала года и до октября, до актуальных цен. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике. И вот что у нас получилось. Итак, говядина у нас выросла в цене, но при этом свинину стало лучше кушать. Да? Курица немножко подросла, колбаса вареная немножко в цене подросла, полукопченая тоже. Но зато надо отметить, что жарить стало дешевле. Масло чуть ниже стало на Масло, 1%. да. Поэтому как говорят, что все растет, но на самом деле не все растет. Вот сахар дешевле стал, видим. Чай черный. Во, точно, надо вот что кушать. Чай черный вместе с сахаром, да, желательно Хлеб. побольше. Хлебушек поджаренный на масле. И все, завтрак готов. И еще И закусить с все макаронами. макарошками. Макаронами, да. Да. Еще и свинину сверху. Мгм. Вот тогда отлично все будет. Как мы видим, общее принятое выражение, что все дорожает, мы попытались немного разрушить, хотя мы видим, что на многие продукты действительно цены выросли очень интенсивно, но надо отслеживать, что кое-что и дешевеет. Кстати, вот недавно в одном магазине я тоже обратил внимание, пришел, стабильно я у них всегда покупаю куриные ножки, голени, и один раз смотрю, цена выросла, 240 рублей стала. Я думаю, опа, пошел в другом месте купил, через неделю прихожу, а они опять 200 рублей стоят. Вот так вот. Поняли, А что... почему так? Да, видимо, поняли, что никто за 240 брать не будет, и обратно вернули цену. Не наварились. Вот так бы на все продукты. Да, было бы неплохо. Ну а мы продолжаем. Кстати, тему финансов это всегда важная тема. И у нас в студии как раз гость — это эксперт в области финансов, а в частности в области получения банковских карт. Вообще, зачем они нужны, как их использовать. Об этом мы поговорим с Алексеем Мучкиным. Доброе утро, Доброе Алексей. Доброе утро. Ну, давайте начнем вообще вот с пластиковых карт. Их обилие, огромное количество. Как быть пользователю? Какую выбрать, возможно? Да, в чем между ними разница? на что внимание обращать? Естественно, в первую очередь надо обращать внимание на сами банки, да, в плане условий предоставления этих самих карт. Если вы молодой человек, да, современный, там, шагающий в ногу со временем, то банк должен об этом переживать, конечно же, и тоже шагать в ногу со временем, да, использовать современные технологии. Например, в первую очередь, это, конечно, сейчас актуально, оплата бесконтактная, да, вот, то есть на самих пластиковых картах должна быть значок бесконтактной оплаты, чтобы в магазине расплачиваться, не касаясь, то есть не вводя пин-код, да, вот. Сразу скажу, что на самом деле для тех, кто боится, что те, кто потеряет карту и все деньги потеряет, да. Алексей на самом деле меня имеет в виду, потому что Да. до эфира мы этот вопрос обсуждали, и я говорил о том, что вот бесконтактный не очень люблю, потому что пин-код-то не запрашивает, и можно там карту свистнуть и И воспользоваться. и пользоваться. Да, на самом деле это как бы небольшой миф, потому что это нововведение недавно пришло, да, и есть, хотя ходит такой стереотип, что потеряя карту, потеряю деньги. На самом деле это не так. Когда, например, чужой человек взял, он не сможет больше 1000 рублей воспользоваться, так как если при попытке расплатиться в магазине больше 1000 рублей, запросит пин-код. Угу. И, естественно, после того, как клиент уже, то есть не клиент уже, мошенник, получается, получивший эту карту, да, попытается расплатиться картой, вам придет СМС-уведомление, и вы сможете сразу позвонить на горячую линию и заблокировать карту. Да. Вот вернемся к банкам, да, насчет современности. Что еще означает современность в банке? Да, это, конечно же, приложение, мобильное приложение. Сейчас все банки, на самом деле, как сказать, используют эти мобильные приложения для того, чтобы клиент смог увидеть уже, да, всю информацию об этой карте в мобильном приложении, также увидеть свои кэшбэки, там же, да, увидеть, сколько там, например, оплачивать по кредитной карте, если у вас кредитная карта. Ну вот
давайте расшифруем некоторые слова для тех, кто немного не ориентируется и в банковской сфере. Кэшбэк. Иностранное слово, но на самом деле возвращается Да, деньги возвращение. назад, да. Кэш – это деньги. Вот каким образом он происходит обычно? На самом деле, когда, вот, например, клиент банки устанавливают некий процент, да, на определенные товары. Например, если указано, что аптеки, от аптек 3%, да, кэшбэк идет, то от каждого, например, от каждой покупки в аптеках клиенту начисляется 3%. Она выплачивается не сразу, она копится за месяц, за отчетный период, и уже накопившись определенная сумма, да, она, кстати, в этом мобильном приложении будет указываться, она вернется уже на следующий месяц, там, в ближайшие дни. Вот Кэшбэком, живыми есть, рублями. Да, разные типы карт, кредитные, дебетовые. Вот в чем Вот отличие? как раз таки, да. Дебетовая карта – это карта, где вы пользуетесь собственными средствами. Да? То есть вы открываете счет в банке, размещаете туда собственные средства. Для чего это нужно? Для того, чтобы в магазинах расплачиваться было удобнее. Для того, чтобы, например, родственникам передавать деньги, да, какие-либо через приложение можно перевести. Вот эти вот дебетовые карты. И в дебетовых картах как раз таки распространена вот это вот кэшбэк. Если у вас дебетовая карта, то стоит обратить внимание, да, в каких банках дают какие процентные ставки на остаток. Для того, чтобы поднакопить, если вы, конечно, копите деньги. Если вы их тратите, то нужно будет уже обращать на кэшбэки. А вот в плане того, что накопить, это получается, по большому счету, вклад. Не больше можно сказать, так и есть, потому что на самом деле эти счета, карта – это как бы дверь к этим счетам, которые у вас открыты в банке. То есть у каждого человека есть счет в банке, да, а карта – это способ просто использовать этот счет. Ну вот чаще всего жертвами, ну вот я чисто вот житейские опять стороны, мошенниками становятся люди пожилого возраста, иногда даже молодые, да, которые, ну, может быть, не совсем в теме по владению банковской картой. Что бы им можно было посоветовать? Какие риски несет в себе использование пластиковой карты? Сейчас распространено мошенничество по телефону. Люди пожилого возраста, да, они как бы больше такие наивные, можно сказать, и чаще всего они подвергаются мошенническим действиям. Поступает звонок от организованной, можно сказать, преступной группировки, да, которые занимаются мошенничеством. Они выпытывают номер карты любыми хитрыми способами. Да? Например, они могут представиться банковскими сотрудниками чаще всего. Они могут представиться какими-либо службой безопасности какой-либо. Да? Они могут сообщить, что их уже взломали. И для того, чтобы вернуть деньги, им нужно сообщить номер карты и так далее. То есть по телефону мы никому никогда не сообщаем. Если же все-таки поступил звонок от банка, да, все-таки, наверное, надо посмотреть номер горячей линии, положить трубку, зайти на сайт, посмотреть, удостовериться, что звонят с того же номера, который указан на сайте. Сразу нужно звонить на горячую линию. На горячую Вот, линию, кстати, да, по номерам еще, да, я вот хотел уточнить. Допустим, иногда, ну, сейчас технологии же вперед идут далеко, подделывают номер того же самого Сбербанка, и с номера 900 иногда смс-ки приходят, еще что-то. А как вот здесь тогда распознать? С номера 900, если приходят смс-ки, ну, на самом деле нет. По номеру 900, наверное, скорее всего. Ну, вот я вот, нет, допустим, слышал конкретные ситуации, когда и звонили тоже, подделывали номер, и у тебя высвечивался, о, якобы 900. И все, и все люди. Ну, в любом случае, оттуда выпытывают номера каких-либо там смс, да, которые пришли с того же 900. Например, будет подозрительно, если с номера 900 будут запрашивать пин-код, например, да, вашей карты, либо же, например, какие-то данные карты, когда как это банку уже известно давно самому. То есть банк не запрашивает ту же информацию, которую уже знает. Зачем ему это надо? Вот, надо просто главное правило запомнить. Никогда никому ничего не говори по поводу банковской карты. Только если ты не сам покупаешь какой-то товар. Да, по-моему, кстати, то, что касаемо 900, это один из последних методов мошенничества. Один из последних и распространенных, на которые попадаются владельцы, да, хозяева карт. А что касается вот кредитных карт, все до сих пор мы, наверное, не все знаем, как ими правильно пользоваться. Да, естественно, существуют и плюсы, и минусы. Да? То есть, во-первых, кредитная карта – это карта, в которой пользуетесь не собственными средствами, да, а средствами банка. Плюсы какие у нас есть? Это, естественно, у нас запасной кошелек. Да? Запасной кошелек. То есть, если, например, срочно понадобились деньги, не нужно искать родственника, который тебе займет, не нужно там друзей и так далее уговаривать, да, что нужны деньги срочно. У вас есть карта, не обязательно пользоваться всем лимитом, да, который вам банк одобрил. Банк может одобрить большую сумму, например.
лучше установить себе ограничения какое-либо, потому что деньги все-таки банковские, и контролировать расходы бывает трудно, да, то есть сдерживаться, потому что все-таки как бы кажется, что бесплатно расплачиваемся. Вот. Второй плюс – это льготный период. Сейчас многие банки предоставляют льготные периоды это период времени, в течение которого проценты мы не платим. Да? Для чего это установили? Для того, чтобы клиенты не допускали просрочку и не уходили в большой долг. Угу. Вот. Ну и, наверное, третий плюс – это возобновляемый лимит. То есть после того, как мы воспользовались, вернули, нам не нужно заключать заново повторно договор какой-либо с банком, да? Нам достаточно воспользоваться этой же картой. Ну. Вот овердрафт, это что означает? Тоже модное слово. Овердрафт, на самом деле, это при дебетовой карте, то есть карта, она еще и кредитная. То есть у нас есть дебетовая карта, где мы пользуемся собственными средствами, да? Например, мы не знаем баланс, например, грубо говоря, 5 тысяч. Мы можем купить товар за 10 тысяч. То есть 5 тысяч собственных средств уйдет, и овердрафт уйдет 5 тысяч рублей, это кредит. Кредитный лимит. Ну, получается, он тоже входит под понятие вот, кредита и, соответственно, там тоже подчиняется определенным правилам кредитования. Вообще вот есть разные типы карт, ну, в чем там МИР, да, Виза, там, Маэстро и так далее. Потом внутри они еще делятся, классик, платим. А в этом-то в чем отличие? Ну, сейчас больше всего распространена Visa и MasterCard. Мы слышим их очень часто, да. В России, наверное, скорее всего, большой разницы не почувствуете. Там в плане кэшбэков, может быть, есть. Например, МИР, да, у нас сейчас больше появляется в России, это наша государственная карта, да. И на сайте МИР можно увидеть свои кэшбэки. Например, у нас Сбербанк, там, Почта Банк и так далее, они промят, да, вот это вот МИР, и обязательно их внедряют ко всем, да, и на сайте через логин-пароль можно увидеть свои кэшбэки, потому что не только банк кэшбэки предоставляет, да, но и сами пластиковые карты, то есть при покупке этой картой. За границей, например, да, Visa, MasterCard, в зависимости от уже типа карты, например, Visa, Platinum бывает, да, золотой и так далее, это предоставляет некие привилегии. Например, в аэропортах там ожидание в бизнес-класс, например, этих залах и так далее. А есть ли смысл, выезжая за границу, менять карту на заграничный какой-то банк, если мы на продолжительное время остаемся? На самом деле все банки уже привыкли к тому, что мы часто летаем, да, к этому адаптировали все. Это не сотовый оператор, который роуминг включает. Там просто, если вы, например, пользуетесь теми же рублями, которые зарплата своей, да, она автоматически конвертирует при оплате в доллары, например, в ту валюту страны, в которую вы приехали. А проценты не будут? Она по какому курсу? По Центробанку. Именно по центру? Не по курсу продажи? Нет, там получается у нас есть курсы Центробанка плюс комиссия, да, от самого банка, там уже в зависимости от банка. Ну, обычно бывает там 2,5% примерно. Ну, неплохо так, в принципе, 2,5%. $100 снял, $2,5 банку заплатил. Почему бы и нет? Нравится, да, так? Алексей, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что ответили на все интересующие нас вопросы. Ждем вас снова в нашей студии. Ну а мы продолжаем. У нас пришло сообщение, рада его зачитать. Нашу маму Сазонову Варвару Иннокентьевну, проживающую в селе Алика-Кюйоль Среднеколымского района, поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого колымского здоровья, долгих лет жизни, с любовью, муж, дети и внуки. А если вы также хотите поздравить своих близких, друзей, пишите на наш WhatsApp абонент МТС 279-2262. Вот. Да, пришел вопрос, но мы его уже не успеем задать. Да, бонусы банка, как пользоваться. Ну, мы отдадим Алексею, он ответит непосредственно вам через наш студийный номер. Ну, а пока реклама на нашем канале. Ну а мы продолжаем, буквально короткая рекламная пауза была, и пора порекламировать вот те вещи, которые у нас вот здесь располагаются. Вот такой замечательный билетик, да, на нем будет номер, здесь все, ваш телефон, да, и вот такие обереги, хрустальчики для того, чтобы принять участие в нашем новогоднем эфире и выиграть
соответственно, приз. Да, эфир праздничек состоится 31 декабря на каналах Национальной вещательной компании. Приобрести магниты и выиграть ценные призы, такие как автомобили Hyundai Solaris, аж 2 машины, также 11 айфоны, бытовая техника, ювелирные украшения и ружья даже, по-моему, есть, и трактор. Да? А вот представь себе, скупил все, и ты выиграл все. И у тебя Здорово. 2 ружья, там, не знаю, 2 Соляриса, тут 2 весь айфона. обвешался, да? Ну здорово же. Под Новый год сам себе подарки купил. Да, приобрести магниты вы можете по адресу Орджоникидзе 48, это наша компания НВК «Саха» на 1-м этаже. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, после чего с вами обязательно продолжим. Здравствуйте, в прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Минтруд пока не обсуждает идею снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. В ведомстве даже не планируют обсуждать этот вопрос, заявил глава Максим Топилин, пишет ТАСС. Однако в Комитете Госдумы по региональной политике проблемам Севера и Дальнего Востока считают, что для жителей Дальневосточного федерального округа возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство страны, но Кабмин, по данным издания, документ не поддержал. Ведь для этого потребуется дополнительное ассигнование из федерального бюджета в объеме 16 миллиардов рублей. Документальный фильм о Татинском районе представили широкой публике. Лента была снята в 2012 году к столетнему юбилею района. Картина рассказывает о его создании и становлении. Героями фильма стали люди, которые руководили совхозами и районом в разные годы. Создатели фильма изучили архивные документы и хронику разных времен. Также постарались показать жизнь и быт сельского человека. В фильм вошли и итоги экспедиции по станциям дорог от Таты до реки Алах-Юнь. Съемки картины проходили в наследках Татинского района и в столице республики. Этот фильм был создан творческой группой выходцев из Татинского улуса. Но цель и задача этого фильма – это чтобы молодое поколение, нынешнее поколение знало, кто был у руля, кто создавал наш улус, кто такие руководили совхозом, районом, предприятиями, какие знаменитые люди у нас работали в Татинском улусе. Год консолидации, год объявленный в Якутии, мы решили вернуться к этим фактам, к этому фильму. Традиционная декада Аланхо стартует в республике с 25 ноября. По словам организаторов, запланировано много мероприятий. Например, первый республиканский диктант на знание нематериального культурного наследия, а также Всероссийская научно-практическая конференция, республиканский форум и битва в стиле Аланхо между воспитанниками детских учреждений. Кроме этого, состоится первый республиканский конкурс среди исполнителей таюб. А на фестивале «Ледяная маска» соберутся ценители театрального искусства. У нас традиционно будет битва в стиле Аланхо, которую мы ежегодно проводим. В этом году она будет посвящена школам Аланхо, и с разных улусов тоже приедут ребята-школьники, будут соревноваться. Также у нас в рамках декады Аланхо запланирован юбилей народной целительницы Эджидора Федорины Кентьевны Кобяковой. Также, кроме этого, мы в этом году впервые проведем конкурс исполнителей таюб «Голос Аланхо». Стильные женщины старшего возраста, которые выглядят просто отлично и способны стать примером для младших поколений. В Якутске выбрали «Золотую леди». Всего на участие в конкурсе, организованном изданием «Журфикс», подали заявки 50 женщин в возрасте от 55 до 85 лет. Конкурсанткам было необходимо разместить свою фотографию в Инстаграм. Победительниц определили не только через интернет-голосование, но даже собрали уважаемое жюри. В его составе были видные общественные деятели столицы и Якутии в целом. В итоге звание «Золотая леди» и колье досталось Кларе Евсеевой. По словам организаторов, в этом конкурсе не было проигравших. Сначала задумывали это как такой локальный конкурс в пределах Инстаграм, да?
Вот. Но он как-то вышел за его рамки, да, он стал какой-то очень безграничный, потому что, как мы поняли, голосовали за наших участниц со всех стран мира вообще, да, с очень разных уголков. В подобного рода конкурсе нету побежденных, все победители, потому что женщины у нас все прекрасные, отлично выглядят и являются примером для подрастающего поколения. И к событиям в спорте. Якутские спортсменки завоевали золото на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок, которое прошло на днях в Красноярске. Аина Моисеева победила в категории до 48 килограмм, а Юлия Аман весит до 70. В ходе пресс-конференции спортсменок и их тренеров поздравили представители Федерации дзюдо Якутии, а также главы крупных коммерческих организаций. Как признаются девушки, на достигнутом останавливаться не собирается и уже в следующем году планируют завоевать Кубок Европы. Спасибо нашим коллегам, а мы продолжаем. Якутия активно внедряет в IT-отрасли различные новые проекты. Об этом уже говорит, наверное, уже каждый, особенно даже уже в центральных регионах нашей страны. Якутия активно принимает участие на различных площадках, связанных с развитием IT-отрасли. Даже недавно прошедший цифровой регион, где принимал участие глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев. И сегодня мы пригласили к нам в студию Мичила Стручкова, председателя Ассоциации развития IT-отрасли республики, как раз поговорить о тех мероприятиях, которые предстоят у нас здесь, в Якутии. Доброе утро, Мич. Доброе утро. Ну, ассоциация, да, традиционно проводит, и на этот раз будет зимний хакатон, да? Ага. Организатором выступает этого мероприятия ГАУ «Технопарк Якутия» и Министерство инноваций. У нас 22 числа ожидается наш зимний хакатон. Мы ожидаем 120 участников. Это все знают, что это слово хакатон, это образовалось слово хак и марафон, значит, это марафон разработчиков. В течение 3 дней участники должны разработать различные приложения, сайты. Основно наш выбрали тему, да, то есть ежегодно мы выбираем, задаем направление. В этом году у нас планируется выступать в качестве партнера InDriver. Все знают, что такое приложение у нас есть, да, такси. Вот. И мы с ними совместно подготовили направление задания. Вот. Это мобильные приложения, сайты, которые по схемам InDriver работают. Там, где есть заказчики, исполнители, вот совместно они через приложение находят друг друга, да, и договариваются о цене. У нас планируется участников 120. В команде должны быть 5 человек, от 3 до 5 собираются заявки от команд. В команде должны быть программист, да, разработчик основной, дизайнер и менеджер. Вот. Сами они подбирают, исходя из количества команд, что они хотят сделать. И сегодня у нас вечером состоится для участников, которые участвуют первый раз, да, и у кого нет команды, мы сегодня собираем как раз мероприятие, семинар образовательный, и там они могут ознакомиться с правилами, критериями оценки и могут найти своих основных участников. А кто именно, да, кто может стать участником, да, и от скольки лет? У нас ежегодно там участвуют, принимают школьники, поэтому мы сделали возрастное от 14 лет. Ну, мероприятие хакатон длится еще сутки, да, круглые сутки работают. Поэтому мы, конечно, просим разрешения от родителей. А вот, допустим, сегодня можно еще как-то успеть подать заявки или все уже? Сегодня прием заявки идет до 7 вечера. В принципе, сегодня, мне кажется, у нас с вами под конец все подают заявку, да. Но сегодня уже, можно сказать, уже 95 участников уже зарегистрированы. Уже мы через сайт, да, у нас работает официальный сайт, страница, можете показать, IT-Якутия/InDev 2019. Это слово как бы InDriver, да, InDev это как разработка 2019. Можно в поиске написать в Гугле, Яндексе слово хакатон InDev 2019. Вот. И через сайт можно подавать заявку. А какие будут призы? Призы очень интересно. Первое место 100 тысяч, да, это от InDriver. Помимо
100 тысяч будут еще дополнительные призы от наших партнеров. Партнерами также выступает компания Майтона, игровая, которая наша компания, которая один из таких крупных производителей компьютерных игр, и Мегафон. Вот. А также у нас есть венчурная компания Кутия, и свои сертификаты на участники получат еще для запуска, да, то есть они могут еще получить финансовую поддержку и пройти акселерационную программу от технопарка Якутия и акселератора P8. А продолжительность марафона какая? Марафон завтра вечером начинается, 3 дня. То есть завтра вечером будут первые установочные лекции, выступления. В течение от 36 часов ребята будут разрабатывать продукты. А защита будет у нас пройдет 24 воскресенья после 4. В принципе, мы всех желающих приглашаем послушать, посмотреть, как ребята... Посмотреть тоже можно. Да. А спецзадания какие-то есть вот от Якутскэнерго? Я слышу, что что-то... В прошлом году, да, от Якутскэнерго ребята делали по заданию Якутскэнерго, а вот на этом у нас хакатоне планируется от индрайвера. А вообще, вот почему формат хакатона сейчас стал популярным, набирает определенный оборот? Мне кажется, что хакатон — это за короткие сжатые сроки участники делают продукт, да, то есть это прототип. То есть мне кажется, в этом, да, то есть люди собираются из разных сфер, потому что все равно команда работы присутствует, да, и они вот за 3 дня делают уже как-то работающий прототип в этом, и они получают результат, быстрый результат. Вот. И еще особенность хакатона — это когда люди знакомятся с другими специалистами, да, вот единомышленниками, и потом они могут создавать там свои проекты. Вот в этом и заключается интерес. Вот в завершении быстро вот такой яркий проект, который был разработан в рамках хакатона. Сейчас запускается проект, называется BeatJob. Это тоже по модели индрайвера. Вот недавно мы обсуждали с разработчиками, вот на этой неделе они запустили. Можете там App Store и других Play Market можете посмотреть. Называется BeatJob. Это по поиску специалистов, например. Вызовется техника, да, тоже полезная вещь. И можете посмотреть. Спасибо большое, Мичел, что подошел к нам в студию. Успехов в проведении хакатона, новых ярких проектов, чтобы они действительно воплотились в жизнь. Спасибо. Ну а пока Спасибо. Рекламная пауза. На нашем канале. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Мы продолжаем радовать вас и веселить на каналах НВК Саха после 8 часов на Якутии 24 и общественном телевидении России. Вот так классно. Тем, кто сейчас собирается выходить на улицу, не помешает прослушать свежий прогноз погоды на сегодняшний день. Сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. А днем ожидается до минус 22, минус 25. В Заречье утром минус 23, минус 33 градуса, днем минус 22, минус 30. В южных улусах минус 26 утром, днем минус 24, минус 25. В Вилюйских минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских улусах минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35 градусов. В западных улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30. В Колымендигирских улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20 градусов. В Янских улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23 градуса. В северо-западных минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 32 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 28, минус 30 градусов.
Вот так незаметно пролетело больше половины ноября, однако новых фильмов, которые выходят под занавес последнего осеннего месяца, еще вполне хватит на то, чтобы скрасить холодные зимние вечера. А на какие картины непременно стоит обратить внимание в этот четверг, мы вам расскажем в нашей рубрике «Киноафиш». Смотрим. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» долгожданное кинопродолжение культового сериала о жизни обитателей шикарного родового имения Даунтон в Англии. Британский сериал «Аббатство Даунтон», который выходил с 2010 по 2015 год, покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Восхитительная актерская игра, прекрасно переданная атмосфера Великобритании 1910-20-х годов прошлого века, блестящие диалоги, шикарные костюмы и яркие характеры. За каждый из этих пунктов сериалу хочется вручить самые престижные премии и награды. Впрочем, их у него в копилке довольно много. Выход полнометражной картины стал настоящим подарком для поклонников. Действие фильма развернется в 1927 году, спустя несколько лет после событий последнего сезона. По сюжету правящий монарх Георг V вместе с супругой королевой Марией должен нанести визит в Даунтон. Но оказывается, что кто-то из местных жителей собирается совершить покушение на короля. Ваше Величество, добро пожаловать в Даунтон. Аббатство Даунтон. Также премьерный фильм вы можете посмотреть на языке оригинала с русскими субтитрами, показ которого состоится завтра в кинотеатре «Лена» в 20:50. Смотрите в кинотеатрах. Почему я здесь? Да. Среди премьер четверга и фантастический блокбастер о постапокалиптическом будущем. Создатели картины «Аванпост» предлагают нам переместиться в недалекое будущее, которое оказывается совсем не таким радужным, как хотелось бы. На Земле произошла катастрофа, унесшая жизни практически всего населения планеты. Лишь на небольшой части территории России и в близлежащих странах, которые назвали «кругом жизни», остались выжившие. Им и предстоит выяснить, что же произошло и кто напал на Землю. Я уже понятия не имею, к чему нам готовиться. Возможно, я теперь самый близкий человек, который у тебя есть. Кстати, автором саундтрека к фильму песни «Fine» стал один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода. Добро пожаловать в город Брумс. Без внимания сегодня не останутся и самые маленькие зрители. Машинки спасателей во главе с Поли стоят на страже порядка городка Брумтаун. Что бы ни случилось, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Поли, Рой, Эмбер, Хейли. Впервые на большом экране. И это нельзя пропустить. Поли, фильм про нас скоро выйдет в кинотеатрах, представляешь? Что? Возвращайся и помоги мне подготовиться. Хорошо. В кино. Депеш Мод выпускают новый полнометражный концертный фильм «Spirits in the Forest», показы которого пройдут в кинотеатрах по всему миру только сегодня, 21 ноября. Это уникальное событие объединит поклонников в более чем 70 странах. Тур, состоявший из 115 незабываемых шоу, посетили в общей сложности более 3 миллионов фанатов. Зафиксированный на камеру материал раскрывает секреты популярности группы и представляет авторский взгляд на невероятную силу их музыки, которая уникальным образом объединяет людей по всему миру, несмотря на языки, пол и возраст. Концертный фильм вы можете посетить сегодня в кинотеатре «Лена». Начало сеанса 20 часов 20 минут. Вот на самом деле я посмотрел киноафишу. Спасибо тебе большое, кстати, Катя, да? Кто не знает, киноафишу делает сама Катя. Значит, вот по поводу мультфильма «Поли Робокар», я его в детстве с ребенком смотрел. Оказывается, уже фильм вышел. Надо сводить его обязательно. И, кстати, да, «Семейство Даунтон» тоже целый сериал
целый Честно, сериал, не и смотрел. теперь, наконец, вот на большие экраны. Поклонники знают, и, думаю, сегодня уже смогут посетить фильм. Но на самом деле есть еще один повод сходить в кино, но только не для нас, а для работников налоговой службы, потому что у них праздник, День работников налоговой службы Российской Федерации. У нас сегодня в гостях Серкалан Винокуров, начальник отдела работы по налогосплательщикам Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия. Сарглана, доброе утро. Доброе С утро. праздником. Спасибо большое. Ну, первый вопрос. Какие налоги платят граждане? Значит, физические лица у нас уплачивают имущественные налоги, к нему относятся у нас транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Значит, плательщиками транспортного налога являются физические лица, на которых зарегистрированы и на которых, значит, переданы по доверенности до 29 июля 2002 года транспортные средства. Значит, налогом на имущество физических лиц облагается недвижимость, которая находится на праве собственности. К нему относятся жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, значит, объекты незавершенного строительства и иные сооружения и помещения. А как вот расчет этих налогов производится? Вообще расчет производится значит, налоговыми органами на основании сведений, полученных от регистрирующих органов. Значит, уже второй год Республика Саха-Якутия исчисляет налог на имущество от физических лиц от кадастровой стоимости. Да? То есть сам расчет налога, он очень изменился по сравнению, когда мы считали от инвентаризационной стоимости. То есть учитывается налоговая база, ставки, периоды владения, также учитывается, значит, понижающий коэффициент и учитываются еще льготы. А вот какие сроки по уплате налогов? Сейчас скоро, по-моему, предстоит. Да. Ну, предельный срок уплаты имущественных налогов установлен не позднее 2 декабря текущего года, то есть именно по имуществу за 2018 год. А что касается уведомлений, да, приходят ли они всем и что делать, если не получили его? Ну, надо понимать, что налоговые уведомления, значит, рассылаются не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. Значит, граждане не получат налоговое уведомление в случае, если у них имеется льгота, либо налог исчислен к уплате в размере менее 100 рублей, и либо они являются значит, подключены к личному кабинету физических лиц. Тогда к ним рассылается только в электронном виде. Что касается льгот, какие категории граждан претендуют на льготы? Значит, у нас, получается, определены 15 категорий, то есть как раньше было, да, то есть это, получается, герои Советского Союза, Российской Федерации, пенсионеры, значит, инвалиды первой-второй группы. К нему, значит, правительство еще, значит, дополнило этот список, получается, к нему дополнились многодетные, которые имеют более от 3 и выше детей. То есть к ним предусмотрен налоговый вычет в размере 600 соток по одному земельному участку, и, значит, налоговая база снижается в размере 5 квадратных метров от кадастровой стоимости по квартирам, комнатам и в размере 7 квадратных метров от жилой площади на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также, значит, предусмотрены дополнительные у нас льготы, налоговые вычеты для предпенсионеров. Он начинает исчисляться с налогового периода 2019 года, то есть это будет только в 2020 году. То есть для получения налогового вычета нет необходимости посещать налоговую инспекцию, значит, они предоставляются автоматически при расчете. Какая ответственность, если не уплатил налог? Вообще, значит, если гражданин не уплатил в установленный срок, предусмотрены такие меры, как начинает исчисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования. Затем, значит, при неуплате данные передаются уже на взыскание через службу судебных приставов. Вот как раз мы видим на наших экранах в студии картинки уже непосредственно с вашей работы. Как встречают праздник работники налоговых органов и ваши пожелания? Значит, история становления у нас начинается с 1 июля 1990 года, то есть нынче у нас 29 лет создания налоговой службы. В следующем году мы отмечаем юбилей, 30 лет создания налоговой службы. Значит, помимо фискального органа мы являемся как бы и простыми людьми, то есть мы отмечаем каждый год наш профессиональный праздник, получается. У нас проводятся эсэхи. У нас при управлении действует также молодежный совет, тоже, который активно ведет, значит, молодежную и продвигает молодежную жизнь. Ну, сегодняшний день как будете праздновать, отмечать? Ну, сегодня, получается, ежегодно у нас проводят торжественные мероприятия у нас
в налоговой Награждения инспекциях, да, какие-то, да? получается награждение почетных работников, то есть. Сарглана, спасибо вам огромное, что поднялись этим утром так рано и пришли к нам в студию, несмотря на то, что сегодня праздник. Еще раз вас поздравляем. Вы делаете очень важную и нужную Спасибо работу с большое. праздником. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из программ из якутского блока Петру Колоковскому и Айте Константиновой. А с вами прощаемся до завтра. Хорошего настроения. Пока-пока.